уважаемые студенты! Сегодня у нас задание урока создание таблицы в программе Microsoft Access. Для создания таблицы давайте мы с вами перейдем на пустую базу данных и создадим ее. У нас здесь выводится область, где имеется таблица номер 1. Если вы хотите добавить еще одну таблицу, то вы переходите на вкладку создания и на панель задач таблица. Вот, мы создали вторую таблицу. Давайте теперь начнем вводить данные. Чтобы перейти на второе поле, нажимаем клавишу Enter. Теперь, чтобы изменить поле номер 1, с помощью мыши дважды щелкаем на него. Также проделываем с полями номер 2 и с полями 3. Вот, мы с вами создали таблицу. Теперь ее сохраняем. И закрываем. Когда мы откроем эту таблицу, наши данные здесь остаются без изменения. Чтобы перейти на вторую строку, мы можем с помощью мыши или отсюда. Теперь, чтобы, если слова не помещаются сюда, мы можем ширину так раздвинуть и высоту тоже чуть-чуть. Вот, мы с вами создали первую таблицу, самую такую простую, с помощью ввода данных. Теперь давайте создадим вторую таблицу с помощью конструктора таблиц. Выбираем сюда тип данных, у нас будет короткий текст. Вот. И чтобы задать ключевое поле, переходим на конструктор и нажимаем на ключевое поле. Ключевое поле нам для чего нужно? Сейчас я вам покажу. Если откроем эту таблицу, дважды напишем одну и ту же фамилию. У нас выводится такое сообщение. То, что повторяется одно и то же фамилия. Для этого нам нужны ключевые поля. Теперь перейдем на вкладку, нажимаем Escape, перейдем на вкладку Конструктор. И убираем ключевое поле. И сохраняем нашу таблицу. Вот, мы с вами создали две таблицы. Одну с помощью ввода данных, вторую с помощью конструктора таблиц. Давайте теперь создадим третью таблицу. Для этого нам нужна вкладка «Внешние данные». Я специально в Excel приготовила для вас одну таблицу. Вот. Давайте ее импортируем на Access. Для этого перейдем на внешние данные в Excel. Выбираем здесь именно ту открываем, ОК, нажимаем. Далее. Давайте здесь не будем задавать ключевые поля. Не задавать ключ. Далее. И готово. Закрыть. Вот, мы с вами импортировали
нашу таблицу с Excel. Давайте ее переименуем. Для этого, видите, да, сообщение выходит. Чтобы переименовать, обязательно нужно закрыть. Теперь можем ее переименовать. Импорт. Эту таблицу мы можем даже ее удалить. Например, я удалила. Ее у нас нету. Чтобы возвратить, нажимаем Ctrl-Z. Она у нас обратно возвратилась. Если хотим создать еще такую же, точно такую же таблицу, нажимаем Ctrl-S и Ctrl-V. Вот, у нас создалась копия. Нажимаем ОК. Вот. Можем обратно ее удалить с помощью правой кнопки мыши. Вот, мы с вами сегодня научились создавать таблицы с 3 способами. Первый способ это с помощью ввода данных, второй способ с помощью конструктора и третий способ с помощью импорта данных. Я для вас создала 3 таблицы. Предметы, про успеваемость студентов. Предметы. Здесь у нас оценка, фамилия студента. Студенты. Здесь у нас имеются полные данные о студентах и успеваемость. Кто как учится. Всем спасибо за внимание. До скорой встречи.